коллеги, мы рады вас приветствовать. Для нас очень важное значение имеет взаимодействие и взаимоотношения с Российской Федерацией, развитие взаимоотношений с регионами Российской Федерации. Также занимает ключевое место в рамках нашего взаимодействия. Отрадно сегодня в присутствии наших коллег заявить о том, что развитие взаимоотношений с Санкт-Петербургом ведется очень активно. Конечно же, если говорить о торгово-экономических связях, взаимоотношениях между Республикой Абхазия и Санкт-Петербургом, мы можем отметить устойчивую положительную динамику в рамках этих взаимоотношений. Еще в прошлом году, в 2025 году, мы согласовали проект соглашения между правительством Санкт-Петербурга и правительством Республики Абхазия. Хотел бы проинформировать вас, наших коллег, что с абхазской стороны уже в январе месяце текущего года были завершены все согласовательные процессы. Это означает, что мы готовы к подписанию соглашения, которое придаст особый импульс в рамках нашего взаимодействия. Не могу не отметить транспортную, логистическую взаимосвязь между Санкт-Петербургом и Республикой Абхазия. Буквально в прошлом году был запущен прямой маршрут между аэропортом Пулково Санкт-Петербурга и аэропортом города Сухум. В рамках этих взаимоотношений более 9 тысяч пассажиров перевезено авиасообщением. Это, конечно же, показатель того, что эти связи носят устойчивый характер, и мы намерены далее развивать эти взаимоотношения. Не могу не отметить сотрудничество в рамках взаимодействия между северной столицей Российской Федерации и столицей Абхазии, городом Сухум. Пользуясь случаем, хотел бы, чтобы вы передали мои слова благодарности губернатору Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову за ту поддержку, которую он оказывает Абхазии. Мы чувствуем его теплое отношение, мы чувствуем поддержку жителей Санкт-Петербурга, всей вашей большой команды, и благодарим за эту неоценимую поддержку в рамках взаимодействия между городами. Конечно же, не могу не отметить и поддержку, оказанную городу Сухум. Это и новые комфортабельные троллейбусы, которые граждане нашей столицы и гости нашей столицы могли бы уже оценить. Я знаю, что они уже на маршруте у нас в городе Сухум. Благодарен за все то, что делается в рамках нашего сотрудничества, и уверен, что у нас есть возможность обсудить новые планы, новые перспективы взаимодействия в рамках вашего визита. Мы как раз-таки воспользуемся этими возможностями. Еще раз приветствую вас, рад вас видеть. Вы всегда желанные гости на этой благодатной земле. Спасибо большое, уважаемый Бадру Зарабович, дорогой друг. Я рад нашей встрече, благодарю за теплый прием, который оказан традиционно петербургской делегацией на абхазской земле. Один из приоритетов, который подчеркивает всегда президент, это дружеские российско-абхазские отношения. Поэтому передаю слова приветствия от моего руководителя, от губернатора Санкт-Петербурга. Он действительно высоко ценит дружеские отношения лично с вами и то отношение к Петербургу, которое есть у абхазского руководства и у населения Абхазии, а конкретно наш город, родной город Сухум, с которым мы с удовольствием всегда вместе работаем. Мы в авангарде процессов взаимодействия между Россией и Абхазией стараемся делать все необходимое для того, чтобы и в Абхазии, и в России был одинаковый комфортный уровень жизни. У нас 25-й год он был таким прорывным в нашем взаимодействии. В нынешнем году мы планируем усиливать это взаимодействие, развивать его. И соглашение, которое вы отметили, мы тоже со своей стороны все согласовательные процедуры провели. И поэтому есть предложение на предстоящем Петербургском экономическом форуме в начале июня в торжественной обстановке это соглашение подписать, если вы не будете против. Также мы рассматриваем
возможность, как вы сказали, в прошлом году мы попробовали, запустили рейс, выплатили субсидию авиакомпании iFly, уже почувствовали удовольствие от прямых рейсов. Сейчас мы ведем переговоры с несколькими авиакомпаниями о том, чтобы в этом году с мая месяца запустить прямые рейсы там, минимум 2 раза в неделю, то, что мы сейчас обсуждаем с коллегами, чтобы от Петербурга до Сухума был прямой рейс. Мы также подключили и туроператоров наших. Мы, как вы отметили, передали в дар городу Сухуму троллейбусы. Также мы в конце прошлого года передали для города Сухума вакуумную машину, чтобы меньше было пыли, скажем так, да, после сезона. И автомобиль скорой помощи, который, знаю, что уже работает в системе здравоохранения. Кроме того, мы по поручению губернатора на основании вашего запроса передали школьный автобус в Гудаутский район. Также в фокусе нашего внимания вопрос ремонтно-реставрационных работ, то, о чем вы договорились с Александром Ильичем Бегловым, и мы завтра планируем с утра посетить многопрофильный колледж с целью реконструкции. Также у нас идет взаимодействие по линии школьных обменов. В прошлом году знаю, что ребята из Абхазии посетили летом праздник Алые паруса, и я еще раз хочу передать от нашего губернатора приглашение выпускникам Абхазии, те, кто получали золотые медали, приехать на праздник Алые паруса в Петербурге. Мы обеспечим интересную программу. Как и в прошлом году, дадим возможность принять участие в этом незабываемом событии, которое уже прославляет Петербург на весь мир. И, конечно, я не могу не сообщить, что мы готовы на основании договоренности с Ханной Владимировной принять и выпускников, точнее участников программы «Зорница 2.0». И в этом году, соответственно, мы эту работу с коллегами обязательно проведем. И я уверен, что это тоже для них будет хорошее, незабываемое событие. Ну, и, конечно, я не могу еще раз не передать слова благодарности от губернатора за то, что вы передали перед Новым годом и после Нового года мандарины, апельсины для наших воспитанников, наших как бы, учреждений детских. Для них это было, конечно, такое очень незабываемая минутка солнца, скажем так, в их жизни. Поэтому огромное спасибо, Бадрус Рамович, еще раз за теплый прием. Мы всегда готовы к сотрудничеству, к его развитию. Уверен, что петербургско-абхазские отношения будут укрепляться и дальше благодаря вашей личной дружбе. Он попросил передать вам еще раз самые теплые слова.